Для кого-то, возможно, это просто старое кресло, а для кого-то это память о бабушке и дедушке. Это история семьи. И здесь на помощь придут реставраторы. Профессия уникальная и достаточно редкая в нашем городе. Именно для них вот все эти потертости, все эти трещины – это определенного рода красота. Подробнее об этой профессии мы узнаем сегодня в проекте «Испытано на себе». Испытано на себе. Знакомьтесь, Сарглана Фролова, реставратор и основатель, одна из основателей студии, да, мастерской, где вот действительно происходит чудо. Здравствуйте. Здравствуйте. Сарглана, расскажите, как пришла идея вообще, из чего все начиналось? Ну, вообще, конечно, все начиналось с обустройства квартиры. У меня появилась квартира 8 лет назад, и мне захотелось, ну, прям что-то такое экологичное, деревянное. И сначала я вот засматривалась на мебель из дерева, ну, новую мебель на заказ. Потом я вспомнила, что у дедушки был такой деревянный комод, решила ее отреставрировать, попробовать, и с этого уже началась моя история реставратора. Вот так, да? То есть все-таки для начала для себя любимой хотели, да? На сегодняшний день, вот на вашей практике, да, много ли людей стали вот возвращать жизнь с старым предметом мебели? Да, сейчас очень много, ну, можно сказать, какой-то тренд пошел. Ну и вообще вот наше поколение, как будто они вот свои бабушкины предметы, ну, начали восстанавливать, и этим самым они как бы, ну, символически они считают, что это благословение от их предков. Предков, да? То есть мы сегодня видим, что достаточно много таких арт-объектов у вас находится в мастерской, да? А вообще сложность работы реставратора в чем заключается? Ну, сложность, конечно, это восстановить поверхность. Самое сложное, конечно, это разобрать, потому что они всегда бывают очень крепкие. Там 100 лет мебели, она вообще стоит как... Ну как, купаная, да? Да, уже все, ну, они очень хорошо сделаны, качественные, не то, что сейчас современные, которые быстро делают. Поэтому это разобрать очень сложно, и вот очистить все эти слои, да? краски непонятных, покрытий тоже бывает сложно. Ну а в целом ваша профессия, вы же немножечко плотник, да, столяр, вы, наверное, дизайнер своего рода, да, художник порой, да? Вот все-таки... Если говорить реставратор, вот для вас, вы в большей степени вы кто? Ну вот из всех этих разных видов профессий, да? У вас душа больше к чему лежит? Все-таки может красить, может быть пилить? Или все в совокупности? Ну, все в совокупности. Я еще и шью. И, ну, вообще я творческая личность. И вообще одно занятие меня, ну, я могу выгореть. Поэтому я вот от разных занятий перехожу, поэтому вот реставрация – это как раз то, что оно объединяет очень много. То есть сегодня вы чуть швея, завтра чуть-чуть столяр, и поэтому не устаете, вам не надоедает, да? Но давайте сейчас немножечко пройдем по мастерской и посмотрим на уникальные вещи, практически экспонаты музейные, да, над которыми сегодня работает наш реставратор. Ну и, в принципе, посмотрим, что же это такое, ну и, конечно, немножечко поработаем. Поехали. Испытано на себе. Подобные кресла, наверное, многие видели в своем детстве, ну, люди нашего возраста плюс-минус, да. Но здесь, конечно, как будто бы-то и сохранить нечего. Но для вас это, наверное, наоборот, изюминка такая некая, да? Да. Что будете делать здесь? Ну, здесь полностью весь поролон, всю ткань, конечно, выбрасываю. Остается только основание, и работаю вот с этими подлокотниками. Ага. То есть вся красота вот в деревянном основании, да? А здесь, в принципе, все заменится, да? Да, все заменится. Классно. Ну, примерно сколько времени уходит на реставрацию такого кресла? Ну, удивительно, но кресло быстро делается. Да? За 2 дня можно сделать. Серьезно? То есть это не так сложно, да? А вот там все, что тут вот деревянная основа, она все целая будет или навряд ли тоже заменит? Ну, обычно целое бывает. Потому что... так заменить их очень просто. Когда вот разбираю кресло, всегда думаю, блин, это же обычные доски, можно было самой сделать. Ага, вот так, да? То есть, казалось бы, большой такой предмет мебели на самом деле реставрируется не так уж сложно. Ну и еще один момент посмотрим, красивый, интересный и уникальный в своем роде.
Вот эту этажерку мне привезли тоже на заказ. И я вообще очень люблю вот такие вещи, которые сделаны руками, и всегда восхищаюсь, как в такое время они без инструментов вообще сотворили такую красоту. И вот, например, ну тут можно увидеть, что тут есть такие мелкие неровные грани, то есть это не сделано на токарном станке, это все сделано вручную, резьба по дереву. Ну, а это непосредственно уже ваше место работы, где вы проводите большую часть времени, да, потому что работаете с деревом, да. Ну и, конечно, в первую очередь в глаза бросаются вот эти стульчики. Это все-таки процесс работы или это у вас просто для красоты они висят? Ну, некоторые это в процессе работы, а некоторые это моя коллекция своя. То есть любите коллекционировать стулья? И вот здесь из них самый древний стул это какой? Ой, наверное, вот Тонет третий. Третий? Который вот с такими... С круглыми. Ну, кстати, сейчас они достаточно популярны уже в новой мебели, да, так сказать, мебели нового поколения, вот именно такого плана, да, и это, казалось бы, да, оказывается, давным-давно были сделаны. Да, это сделал дизайнер, который родился вообще в 18 веке, Михаил Тонет. И такие стулья вообще были во всех общепитах Америки, Европы. И потом уже тоже в России, ну, в Советском Союзе тоже пришли. Это Тонет номер 14 называется. Даже номер еще есть у него, да? Ну, вообще это уникальный стульчик. Его сам дизайнер выбрасывал из Эйфелевой башни. Он не разбился, и еще он не тонет. Вот так. То есть и у вас такой стульчик есть, да? Ну и знаменитые эти табуретки, которые вот именно зачастую используют в ремонтах, поэтому на ней столько красок, да? Но они тяжеленные просто. И что люди до сих пор хотят это сохранить? Ну, это тоже моя коллекция. Я их использую для работы. Мне удобно тут пилить лобзиком, потому что у женщины все-таки рука слабее, чем у мужчины, поэтому я немножко помогаю своим весом. Упор, да? Да. Упор для вас, отлично. Ну что, мы провели такую небольшую экскурсию по мастерской, где работает наш реставратор. Ну и, конечно, сейчас давайте все-таки окунемся в процесс работы и попробуем создать что-то интересное, что-то красивое из давно забытого старого. Поехали. Испытано на себе. Итак, мы должны приступить к какому-то процессу и показать телезрителям, как работают реставраторы. Реставраторы – это не всегда же про старую мебель, да? Иногда приходится из старого создавать что-то новое, правильно, да? И вот что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем делать банкетку, но не обычную, а из ковра. То есть можно взять старый бабушкин, дедушкин ковер, словно, да? Ну, я обычно люблю использовать, из того, что есть, сделать что-то, особенное. Мне это доставляет удовольствие, как будто вот у меня ничего нету, а теперь появилось что-то такое дизайнерское, супер. Уникальное, да? мебель. Хорошо. Итак, что для этого нам понадобится? Для ножек будем использовать вот остатки баляси. Фанера нам понадобится, доски понадобятся, ну и сам ковер. И, конечно, чтобы она была мягкая, поролон и синтепон. Ну, я не была готова к тому, как быстро и легко это произойдет. Я думала, что сейчас это будет все долго, но в руках мастера, вот буквально на кнопочку нажала, а я-то звука испугалась, а человек просто даже рука не вздрогнула, махом, пару секунд и отрезала деревяшку. Вы представляете, как этим может заниматься женщина, я, конечно, до сих пор не понимаю, и поэтому каждое вот движение здесь в мастерской меня полностью восхищает. Ну, конечно, я тоже должна буду поприкоснуться к этому, но, если честно, вообще страшно прикасаться к этой технике в целом, но надо попробовать. Первая ножка за вами, я пока наблюдатель. В любом инструменте вообще надо понимать, что ничего у нас не должно висеть. Обычно же толстовки там всякие висят, сережки, цепочки нам тоже волосы. надо. Да, волосы убрать. И любым инструментом к дереву надо прикасаться, когда он уже набрал обороты. Вот, например, где-то видела в интернете, что вот женщина болгаркой к стене уже прислонила и включила, и она отлетела к ей в лицо. Господи. И вот получается, все инструменты, они на очень этих быстрых оборотах работают, поэтому надо вот сначала набрать скорость, и потом уже как по маслу он уже будет пилить. Я видела, как по маслу у вас уже
один распил был. Так, закрепили. Ну вот сначала я Включили. длину и уже нажимаю. Тут он подключен к пылесосу, поэтому пыль он сразу всасывает. Вот поэтому у вас так чисто тут. И все? Ну вот, ждем, когда она остановится. Ага. Пока не остановится, если вот тоже убрать ее, Тоже она вылетит. тоже это все вылетит. Вуаля! И вот, посмотрите, идеальный спил. А раньше надо было бы пилой пилить, да, Да, вот и это оно всё. получается неровное, кривое. Да, а здесь все потом, идеально. потом не стоит. А здесь все идеально. Так, ну мой выход. А какую кнопку-то нажимаю? Вот эту? Сначала вот эту. Какую? Нижнюю. А, нет, сначала вот эту. Верхнюю, а потом нижнюю. Потом, оно как бы страховка Так, стоит. Ага. мамочки, вы меня тоже будете страховать тогда, да? Ага. И так, Длина плюс-минус. примерно тут. Просто примеряю. Мгм. Вот руки сюда не кладем. Ну да, тут есть значок. Значок есть. И вот. Ну, обычно, ну, по идее, надо вот это Крепить. крепить. Лучше прикрепим. А то я уже на этом, на опыте сама обычно держу. И получается, надо нажать, Сначала. спустить и потом туда. Так, давайте прорепетирую. Короче говоря, сначала нажимаю эту кнопку верхнюю, потом нажимаю эту, подождала, пододвинула. Вот так максимально? Не слишком. А я не вижу. Вот так. Ага. Опустила и туда провела. Мгм. И все, и держу. Потом провели, потом отпускаете и ждете, пока остановится. Не вытаскиваю вот так. Ага. Так, поехали. Господи, чего только не сделаешь ради этой работы. Так, сначала кнопку верхнюю. Мгм. Вот так делаю. Мгм. Потом эту нижнюю. Мама, опускаю. Опускаю. И ждем. И правильно вы сказали, как по маслу. Я даже не приложила вообще никаких усилий. Оно само пошло и разрезало. Я даже не напряглась ни на капельку. Оно как-то само туда пошло и пошло, как будто так и должно было быть. И отрезали. Работает. Так, отлично. Так, конечно, очень шумно. Да, Человек- страшно Ага, вначале, страшно. пугаешься звука, а на самом деле с такой техникой, с таким оборудованием работать одно удовольствие, да, и все быстро, легко получается. Ну и, в принципе, относительно безопасно, если вот соблюдать какие-то минимальные меры безопасности. Поехали дальше. Если прям по миллиметру смотреть. Знаете, работать с деревом – это какой-то антистресс, да, еще немножко? Ага. Как-то аромат прочувствовать, вот тактильно прочувствовать дерево, как будто бы немножко абстрагируешься от каких-то земных проблем. Вот вы, наверное, туда и с деревом работаете. Мне иногда кажется, что как будто я откуда-то убежала. Вот от мира, от людей, и здесь работаете сама с собой и с натуральным материалом. Глаз алмаз, да? 4 ножки готовы. Ножки готовы, теперь уже надо поработать с основанием, да? Ну, сначала определимся с размером. Ну, у меня тут ковер, поэтому по рисунку буду ориентироваться. Ну, он будет необычный, у нас будет банкетка. Низкая, широкая, как тахта даже. А, то есть это почти как кровать, Почти как кровать. банкетка. Мгм. Мы отрезать ничего не будем, да? Вот как есть исходник, так и есть, да? Ага, ну вот тут как раз квадрат есть. Мгм. Наверное, как раз этот размер возьмем. Мгм.
Это тоже использованные доски от кровати. От старой кровати ничего не выбрасывается, все заново. Итак, нам сейчас нужно каркас сделать. Тоже получается 130 на 70, да? 130 на 70. Вот так. А мы зачастую выбрасываем, даже не понимаем, что, в принципе, у всего этого есть вторая жизнь, да? Выбросили, забыли, а вот здесь все идет в дело. Ну, логично здесь. Это 130, а теперь по 70, да? Ну, там получается на 70 уже. Видите, тут же у нас уже есть досточка, уже ширина учитывается. Тут еще нужно быть немножко математиком. Я бы 70 сделала и все, а нужно же минусовать толщину доски. 66. Кстати, я по образованию магистр прикладной математики. Поэтому у нее все и получается. Она вспомнила про то, что там есть вот эту ширину надо минусовать. Математик, я же говорю. Так, хорошо. И 66. 66. Так, это у нас было 70. А теперь мои, вот метка. У нас откуда была, с того конца или с того, я уже забыла. Короткая она. Она короткая, логично. Тогда вот эта сторона, да? Сейчас мне все выстоит, и потом я как пирожок разрежу. Слишком далеко сделала. Миллиметры важны. По одной буду резать? Ага. Ну, тут уже этот... Ну, она одной только отметила, и тут вторую половину будем использовать. Чтобы сохранить материал, да? Ага. Вот так сначала кнопку, потом... Давным-давно разрезала, но зачем-то держу, просто нравятся эти ощущения. Потому что давным-давно была деревяшка разрезана, а я держу и держу, потому что есть такие эмоции, которые, ну, нигде в жизни не встретишь, вот кроме как не на этом аппарате. Но у нас 60 есть. Работа облагораживает человека. Труд делает человека лучше. Вот ходишь. Ну и, конечно, работа ресторатора, вот как уже сказали сегодня, конечно, интересно то, что получится в конце, да, вот что можно из всего этого создать, а еще если это прослужит долгое время, да, и будет использоваться в быту, то это вообще удачно, то есть не потратив особо денежных средств, можно сделать мебель для дома. Далее. Приступаем к сборке каркаса. Он достаточно такой большой, поэтому будет не просто короб, а посередине еще будет этот ребро жесткости, поэтому 3 отпилила. То есть чтобы все-таки держало что-то еще и посерединке, да? Ага. Ну, чтобы там не провалилось. Да. Так. И будем прям к ножке собирать. Такой нехитрый способ. Любому доступный. Да, то есть много ума не надо. Кстати говоря, я почему-то думала, что ножка будет вот так, а оказывается... А я вообще думала, что ножка будет вот эта часть. А оказывается, ножка у нас вот эта красивая, вот да? Ага. И вот эта штучка будет служить еще для опоры, да? Ну, каким-то, как сказать-то? Да, для каркаса. Да, служит. Удобные вещи, то есть точно не развалится, да? Угу. Так.
вот просто так на глаз условно, да? Можно пропилить и все. Да ведь? Ага. Для большей надежности мы будем использовать клей столярный. Он очень крепко вообще склеивает древесину между собой. То есть уже на веки века. Его можно оторвать только слоем древесины. А он долго засыхает Ну, где-то 15 минут. и сильно не пахнет. Огромный плюс, да? Так. И сразу закрепляем на саморезы. У меня тут 2 шуруповерта, чтобы один делал дырки, А второй? а второй, чтобы закрутить. Ага. Чтобы быстрее процесс пошел. Я пока на вас посмотрю, потом испытаю на себе. Саморезы, они обычно древесину ломают, потом трещины появляются, поэтому изначально надо сделать дырочки. Это сверло, например, сразу делает дырку под шляпку, тогда шляпка не будет выпирать. Все. И так Есть. несколько. Так, ну давайте тогда второй попробую я. Сначала дырочка. Так, а как мне туда пробраться? Вот так вот? А на этой высоте норм или нет? Нормально. А красота важна? Нет, тут все перекроет ковер. Так, хорошо. Ой, мамочки. Давить надо, да? Ага. Я даже не знаю, как вытащить ее оттуда. Так глупый вопрос, да, такой, ну. Так, нормально. и, да. Нет. И здесь. Теперь саморезик. Поехали. Так, сделали. И ой. Все идеально. Только дырка уехала куда-то немножко вниз. Ничего страшного. Нормально, ага. Наоборот, этот подлиннее тогда будет держать будет саморез. Вот это сверло специально прям сразу высверливает вот эту дырочку. Дырочку под шляпку, Ага, да? то обычно отдельные бывают. Тонкое сверло, потом такое сверло. Ой, все. Все. Воля, это наша конструкция будет вечной. Раскрутить потом еще не получится, скорее всего. Да. Она еще на колею. Да, да, да. Можно, конечно, сделать только на саморезах, но чтобы надежнее было. Ой. Здесь все-таки усилия нужно немножечко приложить, да? Вот тут сюда. Это старая. дырка. Опля. Сделать, Ага. чтобы... Так-то это быстро, да, сборка? Ага. Несложно. Если есть заготовки, да? Так, раз есть. Еще один. Оп, идеально. На этой банкетке хоть плясать потом можно, не развалится. Фанеру Ребята. отпилить по размеру. Это тоже старая фанера. Да. Обратите внимание, вот у нас лист фанеры, но мы видим, что это вот БУ тоже, да, от, видимо, какого-то, не знаю, шкафа, бокса, короба. Да. Но в целом
нам и это подойдет. А почему бы и нет, да? Делать. Будем пробовать еще один новый инструмент. И это будет что? Пила. И сейчас тоже будем пробовать новый инструмент. Это что? Это тоже пила циркулярная, но маленькая. Который там большой агрегат стоял, это поменьше. Ну, Ага. она подходит как раз вот для таких листовых материалов. Я даже понятия, если бы мне вопрос, что, где, когда задали, что это такое, я бы даже никогда не сказала, что это пила. Вот настолько далек человек вот от столярного дела. Ну что, поехали. Так, и Ну, тут тоже начинаем сначала запускаем. запускаем, и надо прям до конца идти. Не останавливаясь. Ага. Вы знаете, аромат у фанеры совершенно другой, как от досок, которые мы пилили. Тут еще и немножечко парфюмером можно стать, потому что если разобраться во всех этих ароматах, можно потом просто чисто вот поэтому понять, какой материал ты используешь. Вот фанера пахнет не очень вкусно, честное слово. А вот теперь короткую часть должна буду пропилить я, да? Сначала вот сюда Ага. и Потом туда. Все. Так. В моих руках впервые в жизни пила, такого рода пила. Так, мы ее сначала опускаем куда? Вот на вот этот бегунок. Вот этот бегунок. сначала запускаем. Ага. А потом потом смотрю, уже ориентируюсь по вот так. этому. А, все, поняла. Вот тут 0 написано. И... Ага. А двумя руками держать или одной? А эту кнопку только нажала и отпустила, потом эту, да? Нет, постоянно. Вот это одновременно держать надо, да? Ну, одной рукой удобнее, наверное. А как? Ну, теперь? нажимать. Вот эту, а потом вот эту как нажимать? А, вот так? Сначала так, на воздухе. Вот так. И вот так. А, ее вниз надо. Ага. Все, поняла. Это большим пальцем вниз, это нажимаем сюда на курок. На курок. Так, вот так, правильно? Ой, начало-то тут. Я начала с середины фанеры. Так увлеченно смотрю за чертой, что я забыла, где начало. Так, вниз. Нажимаем. И поехали. Ой, мамочки, как страшно. Я ничего не вижу. О, мамочки! У меня давление, кажется, поднялось. Вы знаете, я ждала, когда же конец. У меня руки дрожат уже. Это так тяжело, мне кажется. Это с виду кажется, что легко. На самом деле, я вот вцепилась в этот аппарат и думаю, как бы сейчас что не сделать. Потому что я помню фразу «только не останавливайся, только не останавливайся». Я думаю, сейчас остановлюсь, все вообще сломается, к чертям вылетит в лоб. И я очень сильно напряглась. У меня, мне кажется, вот накачалась рука, нога, все мышцы накачались. Кажется, прокачались. что она маленькая, безопасная, Ничего, но на самом ничего деле... подобного. Мощь вся здесь. И вот так напрягаешься, идешь, где-то конец, где-то конец. И боишься свернуть не туда еще. Думаю, все, банкетки не будет. Но все случилось, все получилось. Движемся далее. Так, ну что, в самом разгаре наш процесс сборки. Эх, как все идеально у нас. Видите, смотрите. Та-ра-та-та. Первая мебель, кстати, это стол обеденный. Ага. И у меня была просто ручная пила. Вот так, да? Обычная. Даже не японская, а самая обычная. Обычная. Но я ее сделала, она до сих пор стоит. Вот так. Было бы желание, называется так. И теперь идем тоже. Дырочки делаем. А давайте я этой штучкой поделаю тут, пока вы будете крутить. Как она называется? Дырение эти. Тут же ничего много не надо. Плюс-минус на таком же расстоянии, да? Вот туда. Ага. Да. Так.
наш исторический экспонат становится тяжелее и тяжелее. Так. Вот. В обратную сторону пошли, да? У меня как раз дача построилась. Что у вас? Дача построилась. А, да, будет у вас потом. Сделала. Тут надо знать меру. Чувствовать надо, а то на радостях, вот видите, я чуть-чуть перебарщиваю. Во всем должна быть мера, так сказать. Ну, вообще в мягкой мебели поролон это самое, которое быстро изнашивается, поэтому его надо зафиксировать. Вот оно трется, поэтому сыпется потом, поэтому сначала вот проклеиваем наше основание, чтобы сюда приклеить поролон. Тут, конечно, надо. Есть разные клеи. Ну, спреи очень удобные, по идее. Спрей? Ага. Вот у меня уже эта баночка давно, она никак не заканчивается. Поэтому решили доделать, да? Ага. Спрей, краска, ну, конечно, легче его нанести. А вот смотрите, оно же уже впиталось, ничего страшного. Ну, мы добавим. Вот у нас фанера засохшая сильно, поэтому впитывает просто дырочки. А в целом вообще работа с деревом, да, конечно, это очень кропотливый процесс, да, но вот, может быть, на вашей памяти у вас осталась какая-то работа, которую вы вот прям навсегда запомните как самую сложную? Вот что-то делали вот именно по дереву? Из реставрации буфет. Я делала буфет одной женщине, но она сама уже была преклонного возраста, и это был буфет ее мамы. И там, можно сказать, уже немножко по энергетике было страшно, как будто там кто-то присутствовал. И на самом деле вот именно чисто вот морально было тяжело. А так очень хороший результат получился. Тоже благодарили, и уже этот буфет будет еще служить несколько лет. Да? Раз, два, три. Пускай. Все. Вуаля. И уже наша тахта становится. А вот и японская пила пригодилась. Ну, обычно специальные ножи есть, но мне вот этот, более-менее вот этот нравится. Ножницами все равно вот так. Криво-косо, да? Криво-косо получается. Ага. Так, сюда начну. Раз, два, три. Есть. Так, и теперь с этой стороны, да? Так, повернем, да? Теперь пошла кулинария, да, как будто бы. Сегодня уже 100 профессий испытали на себе, да? Как будто бы ножом отрезаем кусочек хлеба. Все, готово. Синтепон, потом поролон. А синтепон зачем? Ну вот тоже, опять же, чтобы минимизировать трение поролона. Обычно мебельная ткань, она жесткая, и она тоже стирает поролон. Короче говоря, поролон нужно сейчас защитить синтепоном, чтобы он прослужил подольше. А иначе уже потом годик-два и заново придется реставрировать. И вот когда режешь поролон, он иногда вот криво все равно получается, без специальных принадлежностей. И ткань это все повторяет. Там через ткань обычно видно, чтобы были мягкие углы. Все такое. Неровности, в общем, надо закрыть синтепоном. Да? Синтепоном закрываем. А его на что садим? На степлер?
Рваный. Закрывает, да? Деревяшку. Закрывает. Ой, тут, оказывается, закрывает. Тут много. Много, да? Ага. Сарглан, а в целом начать свое дело вот так сегодня у нас в республике сложно или нет? Ну, как раз вот недавно я использовала соцконтракт и вот свои эти инструменты приобрела. Ну, в принципе, если все продумать, сделать хороший бизнес-план, можно получить такую от государства поддержку. Поддержку. И это такой хороший стартовый, да, капитал для развития своего дела, да? Да, например, уже какой-то минимальный набор инструментов, ты уже можешь выйти в хороший доход. Силы здесь нужны обязательно. Ой, мамочки. Ой, мамочки. Фу, жарко стало аж. Такс. Кажется вначале, да, что это работа вот прикрепил, прицепил, приклеил. На самом деле вот работать с профессиональным оборудованием достаточно тяжело, потому что это все массивно, это все требует физических каких-то усилий. Ну и, конечно, поэтому в следующий раз, если вдруг увидите где-то какую-то мебель после реставрации, как минимум задумайтесь о том, какой это титанический труд. Всю вот эту красоту восстановить, создать с нуля. Короче говоря, дело не из легких. Испытано на себе. Хопля. Хопля. Все. Можно и так оставить. Вот тут еще линии есть, поэтому можно по ним ориентироваться, потому что по всему периметру ткань надо затянуть одинаково, с одинаковой силой. Вот, например, тут вот так натянул, а тут вот так, и уже... Не должно быть. Ага. Поэтому тут можно ориентироваться вот этой линией, Окоемка, да? Вот это должна быть. чтобы она прям к краю подошла. И сильно натягивать не надо. То есть чувство меры надо знать, да? Угу. Испытано на себе. И тем временем наш проект подходит к концу. Обратите внимание, что буквально в течение часа, полутора мы сделали вот такую замечательную банкетку. Сарглан, спасибо большое за, во-первых, креативную идею, за ваш труд, потому что это действительно все-таки ручной труд, который ценится вдвойне. Ну и, конечно, желаем вам творческого вдохновения, потому что работа у вас тесно связана с творчеством. Ну и побольше интересных объектов, над которыми можно творить и созидать. Спасибо большое. Увидимся. До новых встреч. Всего доброго.